Хайрлы Акшамлар, добрый вечер. На телеканале АТР в среду, как обычно, Мызмызлар, в студии имени Джипар. Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость, которого мы заждались, представитель Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Хайрлы Акшамлар. Добрый вечер. И у нас сразу информационный повод сегодняшнего дня. Тимошенко прекратила голодовку. Меджлис тоже призывал ее прекратить. Почему? Вы сами попали в рейтинг наиболее голодающих диссидентов прошлого столетия. 303 Согласно рейтингу газеты «Ру». Да. Почему призывали все-таки Тимошенко прекратить эту голодовку? Ну, у меня голодовка совершенно другого характера была, и условия тогда другие были. Против меня перед окончанием моего срока было возбуждено новое уголовное дело по обвинению в антисоветской пропаганде среди заключенных. Против Тимошенко тоже новые уголовные дела уже, когда она сидит в Качановской колонии. Дело в том, что у Тимошенко есть возможности высказать свое, довести до сведения общественности свои проблемы. В советское время такой возможности не было. Ну и главная задача у меня тогда была привлечь внимание широкой общественности к проблеме крымских татар. В этом плане мы, конечно, этого кое-чего добились. Потому что многие передачи западных радиостанций начинались с того, вот сегодня у Мустафы Джемилева 30-й день, 40-й день, 70-й день, и одновременно рассказывали о проблеме крымских татар. Это но ей удалось сорвать, например, саммит, да, привлечь тоже европейское внимание. Результаты есть, я это спорить не хочу, но все-таки я считаю, это не женское дело. По какому сценарию могут развиваться события вокруг Юлии Тимошенко? Конечная цель? Трудно. Вообще я должен сказать, что позиция власти по вопросу Тимошенко не очень умная. Я как-то сразу после того, как ей дали срок, я как раз был в Праге, Радио Свобода, меня там спрашивали, как ваше мнение. Я тогда говорил, ну теперь люди будут думать, сколько же лет дадут Януковичу после того, когда придет оппозиция к власти. Я не говорю о том, что Тимошенко была идеальным правителем, что у нее не было никаких ошибок. Идеальные правители остались в сказках. Но она действовала в рамках тех полномочий, которые дала ей Конституция. Может быть, они ошибочные, скажем, по газовым вопросам. Но я, например, считаю, что Харьковские соглашения о базировании Черноморского флота, они наносят больше ущерб интересам Украины, чем, скажем, вот эти газовые соглашения. И что теперь, Януковича привлекать к уголовной ответственности за это? За измену Родине? Абсурд. Но он тоже, как глава государства, у него свои соображения, можно критиковать, можно говорить что-то, но расправляться так со своим оппонентом, ну, это не самое разумное. Вы коснулись Харьковских соглашений. Вот Россия – это враг, по вашему мнению? Ну, как по-вашему? У России свои интересы. Но она сейчас надувает щеки. Ваше личное восприятие России? Это так же, как и восприятие Украины, неоднозначное, конечно. В России есть прекрасные люди, с которыми мы до сих пор поддерживаем тесные отношения. Россиянин Андрей Сахаров сделал... Но вы стараетесь лично не посещать даже Москву, да, не бывать в России? Не потому, что мне эта страна не нравится, а потому, что мне режим не нравится. Там это не демократическая страна. Как скажется переизбрание Путина и опять политический тандем Медведев-Путин как минимум на 12 лет? Собственно, ничего не изменится. Оно как было, так и есть. Это вот то, что Медведев был президентом, а этот премьер-министром, это ничего не меняло. Основное слово последнее все-таки было фактически за Медведевым. Возможные провокации? Не исключается, конечно, никакие провокации, потому что в этой части Россия довольно-таки преуспевает. В преддверии 18 мая ожидаются провокации? Это же тоже связываете с Россией, да? Ну, связываете ли вы это с Россией? Мы получили информацию такую, что, ну, точно не говорится, это там от России или нет, ну, ясное дело. Ну, вообще получилась такая, сейчас крымские татары, и особенно их представительный орган Меджлис, как бы перед перекрестным огнем. Мы не нравимся России, это согласно их вот этим аналитическим справкам, потому что, оказывается, препятствуем реализации стратегических планов России на полуострове Крым. А в соответствии с аналитическими записками, которые направляются президенту Службы безопасности Украины, мы, оказывается, основная реальная оппозиционная сила на территории Крымского полуострова. И те, и другие говорят, предлагают методы, как ослабить Меджлис. Какие группы надо поддержать в противовес Меджлису? Например, какие можно поддержать?
В той информации, которую мы еще получили в начале прошлого года, и, откровенно говоря, мы не очень этому поверили, там речь шла о том, что перечислялись некоторые организации, на которых надо делать ставку, но главное говорилось о том, что создать еще несколько клоновых организаций, где-то 10-15, причем не гнушаясь ни Хизбут Тахрир, ни салафиты, ни ваххабиты, и даже пусть будут антироссийские, но главное условие финансирования, что они будут против Меджлиса. Мустафа, а почему вам никогда не нравилась оппозиция, вот никакая крымско-татарская? Вы достаточно уничтожительно отзывались всегда о любой оппозиции. Была ли она в 90-х годах или... Наоборот, я, кстати говоря, на эту тему мы когда разговаривали с Януковичем, когда он говорил о том, что вот я хотел бы, чтобы были крымские татары вместе со мной в моей команде, мы сказали, вообще-то мы не любим в команде работать, мы руководствуемся своими решениями национального съезда, и там, где будут наши совпадать точки зрения, разумеется, мы будем вместе с вами. И независимо от того, что мы не голосовали за вас, мы голосовали против вас, мы поддерживали Тимошенко, но вы глава государства, вас избрало большинство населения, поэтому вы наш президент. И, разумеется, будем с вами сотрудничать. А он говорил о том, что единственный депутат крымских татар должен войти в его коалицию, депутаты крымских татар в Верховной Раде тоже должны быть с партии регионы, то есть по команде. Я сейчас имел в виду не оппозицию нынешним властям, а оппозицию внутри, например, Курултая. Ее не удалось сформировать ни разу, да? Так вот, как раз-таки Янукович нам тоже намекнул, сказал, мы же знаем, что у вас не так просто, что у вас тоже есть оппозиция. Мы же встречаемся не с вашей оппозицией, а с вами. То есть дал намек на то, что вот если мы не договоримся, будем иметь дело с другими. Я тогда сказал, Виктор Федорович, если бы у нас не было бы оппозиции, мы бы ее создали. Потому что не может нормально развиваться какая-то структура, если кто-то ее не критикует. Но главное отличие нас от тех людей, которые вы называете оппозицией, в том, что вот эту структуру, хорошая она или плохая, ее избирает народ. А вот эти люди, о которых вы говорите, они никого кроме себя не представляют. Ваш выбор, конечно, вы можете встречаться с кем угодно. Но вот такая вот ситуация. Поэтому сказать, что мы против оппозиции, нет. То есть оппозиция нам нужна? Конечно, нужна. Но должна быть, знаете, оппозиции рознь. Я всегда говорю, у всех нормальная оппозиция, а мы то, что имеем. Оппозиция, она разумная, должна действительно критиковать там, где у нас есть недостатки, но предлагать свои пути. Если это плохое, сказать вот это лучшее. Но когда просто, извините за выражение, желание просто облаять, там, наговорить оскорблений, но самому ничего не предложить, я это не считаю оппозицией, это просто хулиганство. Появилась информация, что организация «Намус» пытается стать сейчас переговорщиком между Меджлисом и силами Народного фронта для того, чтобы в преддверии 18 мая усадить вас за стол всех переговоров? за один круглый стол, чтобы хотя бы на площадке 18 мая это могли выступить представители разных сил. Вот на каких условиях и готовы ли вы вообще сесть с этими людьми за один стол? Мы готовы со всеми сидеть за одним столом, но выделять какие-то организации и вести, как вы говорите, переговоры, это не то. Меджлис не может вести переговоры с какой-то организацией, так же, как, скажем, Верховная Рада Украины не может вести переговоры с какой-то там группой. Меджлис – представительный орган всего народа. Вот мы как раз в плане того, что вот этот Намус, они нам тоже приходили, мы объяснили им, сказали, есть желание встречаться с нами, пожалуйста. Здесь вот у нас приемные дни, в любое время, когда им угодно, я могу даже изменить свой график, прийти сюда и встретиться с ними. А встречаться с ними просто как в посредничестве какой-то другой организации, это неприемлемо. Я предложил так, давайте мы соберем все общественные организации, а у нас тут несколько десятков. Мы же не можем сказать, эта общественная организация пусть не заходит, потому что она не против нас, мы только собираем тех, кто против нас. Пожалуйста, все пусть приходят, и мы назначили на послезавтра, на 11 3 часа 30 минут, по-моему, в Крымско-Татарском театре собираем всех представителей общественных организаций для обсуждения сложившейся ситуации, а также о том, как будет проходить 18 мая. Пожалуйста, приглашаются все, в том числе эти фронты, там, Фирка, кто бы там ни был.
Говоря о Тимошенко, вы сказали, что не бывает идеальных правителей. Каким правителем себя считаете вы? Ну, во-первых, не правитель, я председатель Меджлиса. У меня всего лишь один голос на заседании Меджлиса крымско-татарского народа. И бывает очень часто мой голос не является решающим. Как, например, ваше желание уйти с поста председателя Меджлиса, и Это Курултай другой вас вопрос. оставлял. Вы понимаете, по поводу того, уйти очень много спекуляций. Я действительно хочу уйти, но мне не безразлично, что будет после того, как. Это бросить все, пусть там я ушел, То и есть что вне бы там... площадки А Меджлиса вот, невозможно например, влиять. когда вы критиковали о том, что было изменено положение об избрании Меджлиса и председателя Меджлиса, и когда было в начале 2 срока, да, потом можно было бессрочно избираться. Вот вам модель Путина-Медведева, она не нравится? Вот с рокировкой соблюсти, вот как они соблюли вроде перед Конституцией лицо, поменялись, потом опять поменялись. Вот Знаете, такое. первоначально то, что мы приняли, когда это в 91 году положение о том, что председатель Меджлиса не может избираться более чем на 2 срока, это было очень правильно. И в соответствии с этим я уже должен был быть переизбран. Но на очередном заседании Курултая там начались разговоры, а что мы, Соединенные Штаты, что ли, что мы себя и вообразили, а почему мы должны менять? У нас давайте введем положение, если нас не устраивает председатель Меджлиса, мы на любой сессии поднимаем этот вопрос, набирается достаточно голосов, мы его освобождаем. Я, конечно, был против этого, но тем не менее утвердили такое положение. Ну и самое вот это вот драматическое, по-моему, это в 2007 году было, когда я уже сказал, все, я ухожу. Тогда же что они сделали? Очень недемократично поступили. Сказали, что регистрироваться не будут. А если регистрироваться не будут, значит, никакое решение не может быть принято. Вот такие вот вещи. Поэтому очень трудно. Мне сначала надо убедить делегатов Курултая, что... Готовы ли вы реализовывать это желание уйти дальше? Я опять-таки хочу сказать, разумеется, я хотел бы уйти, но мне не безразлично, что будет потом. Это значит, знаете, вот когда всю жизнь человек работает над чем-то, и перед смертью видишь, что все разваливается на твоих глазах, это самая страшная кара. Я бы этого не хотел. Я бы хотел, чтобы после моего ухода, ну, если не так, как при мне, ну, хотя бы, чтобы лучше она была дальше. И для этого нужно, чтобы все было легитимно, чтобы все было бы избрано, а не просто так уйти, а там разбирайтесь, как вы хотите. А кто может растить ваше детище после вас? У нас, слава богу, в конце концов, 250 делегатов Курултая, мы стараемся избирать лучших из лучших, но в конце концов выбирают их люди. Лучше они или не лучше, Кого им бы вы судить. поддержали? Это некорректно, я бы не сказал. Нам же уже потом пойдет сказать, что вот он лоббирует того-то. У нас Ну, вот есть появилась очень много- информация, что да. теперь видят вашим преемником даже такого бизнесмена, как Рустем Умеров. Вот вы Ну, что я скажете? по поводу этого сказал, что это абсурд. Во-первых, А когда Рустем говорят, что это кошелек Меджлиса, Джемилева, как вы на это реагируете? Рустем Умеров действительно очень такой талантливый бизнесмен. Надо просто побыть с ним рядом. Вот тут и не бывает у него свободного мнения. Постоянно Париж, Лондон, Токио, Китай. Там все постоянно у него, несмотря на свой возраст, я в таком возрасте, в общем-то, не видел таких деловых людей, как Рустем Умеров. Ему около 30 лет. Да, Да, где-то около этого. Но он себя только в бизнесе видит, он политики не видит. Но он очень патриот своего народа, он в меру своих возможностей старается оказывать поддержку. А вы его видите в политике? Он и так в политике, тем, что он уже активно поддерживает все наши структуры, по крайней мере, финансово. Говоря об уходе, вот вы говорите, что это мнение Курултая, но ваше самое ближайшее окружение, вот я слышал 2 мнения, от Ахтема Чайгоза и от Джелала Чтена, председателя Стамбульского Дернека. Они высказываются более откровенно, что вы незаменимы, пока вы живы. Вот, как бы, и что тут надо не лукавить и говорить о том, что вы будете возглавлять эту структуру. Вот сколько вам Аллах отмерит, столько вы должны будете ее возглавлять. Вот ваше отношение к такой позиции. Тогда мы можем говорить все-таки о правлении, о вас как о правителе все-таки. Я хотел бы сказать, что это так кажется. Ну, вот, скажем, я не хотел бы сравнивать себя, там, скажем, с этим мерзким диктатором Сталином, да? Всем людям казалось, что уже чуть ли не конец света, когда Сталин умер. Оказалось еще лучше. После Сталина люди как-то более-менее
свободнее начали дышать, наступили вегетарианские времена у КПСС, не стали сразу расстреливать за высказывания. Оказалось лучше. Поэтому, ну, может быть, когда-то что-то и хуже бывает. Но поэтому сказать, что с одним человеком все связывать. Вообще есть одно выражение у одного умного француза. Горе тому народу, если он свою судьбу связывает с одним человеком. У нас, слава богу, у нас утвердились институты национального движения, у нас демократические институты. Вы знаете, когда я несколько лет назад выступал в университете Джорджа Вашингтона по поводу диссидентского движения, там один профессор, который представлял меня, сказал такие слова, что в советском пространстве было очень много национальных движений. Особенно возникли они вот в перестроечные времена. Но феномен в том, что крымско-татарское национальное движение, одно из старейших национально-демократических движений в СССР, не раскололось. Не образовались там различные группы, а наоборот, оно еще больше укрепилось. А произошло это только потому, что они своевременно, еще до распада Советского Союза, провели демократические выборы и создали свою национальную структуру, которая называется Курултай. И все спорные вопросы, которые могут возникать в национальном движении, они разрешают там. Поэтому я, в общем-то, горжусь, что мы все-таки, нам удалось создать вот эту структуру. Фактором сплоченности раньше было возвращение на родину. Сейчас вокруг чего могут объединиться крымские татары? Ну, во-первых, мы не полностью достигли того, что было поставлено По целью. положению Курултай это все-таки возрождение. Ну, Курултай, например, он не ставит каких-то, скажем, целей. Курултай – это представительный орган, так же, как и Верховная Рада. Она регулирует, так сказать, суммирует все высказывания и в соответствии с пожеланием представителей народа голосованием принимает те или иные решения. А что касается наших общих целей, это полное возвращение крымско-татарского народа и восстановление всего того, что было у нас незаконно отнято, и самое главное, восстановление нашей формы и государственности. Вот это слово «государственность» очень многие боятся и интерпретируют по-разному. Но автономная республика, в том числе автономная Советская республика в советском просторе, тоже рассматривалась как форма демократии. И здесь даже нет вообще элемента сепаратизма, потому что мы говорим об автономии в рамках украинского государства. Это форма правления, возможно, которая может быть при таком развитии сценария, да? Или же крымско-татарская политика в дальнейшем должна быть секулярной, либо же все-таки возвращение к религии или вокруг религии строить? Я считаю, что религия – это частное дело каждого. У нас могут быть в национальном движении, в том числе в Курултае, Меджлисе, люди даже разных вероисповеданий, даже неверующие. Я помню, у нас был в первом составе Меджлиса крымско-татарского народа Валерий Вазгрин, русский человек. Он сейчас, и, кстати говоря, на выборах он брал наибольшее число голосов делегатов в Курултае, потому что действительно на благо крымско-татарского народа что-то делал. Поэтому я тут четко придерживаюсь мнения, что секуляризм должен соблюдаться, и религия есть... Политика отдельно, а религия конечно. отдельно. Но религия есть элемент нашей культуры, поэтому мы будем стремиться, конечно, к его возрождению. Вопрос прозвучал о государственности. Этот вопрос из Фейсбука задал один из киевских журналистов. Почему вы поддержали тогда уголовное преследование отца Сидора, лидера русинов, который говорил тоже о государственности для русинов в составе Украины? Я на эту тему вообще многократно уже отвечал. Русины мы рассматриваются, и в той концепции, которую я представил в Верховную Раду, концепции этнополитики, русины рассматриваются как субэтнос украинского народа. От того, что там у них какой-то другой говор, отличающийся от литературного украинского, это не дает основания говорить о том, что это отдельные нации, которые если имеют нас сегодня право... кто-то субэтносом назовет татар или турков, мы Нет, субэтносом, это примерно того, что, скажем, айсирецких или ускутских, или ногаев, или татов называть отдельными нациями, которые должны иметь, скажем, отпочковываться от крымско-татарского народа. Я в качестве примера приводил тому, что если по говорам разделять русских, от России там ничего не останется. Там будут уже десятки разных государств.
Но в русинском движении, кстати говоря, вчера у меня вот это могучий Роберт Павлов был, он прекрасный мой друг, он совершенно другой русин. Он тоже очень заботится о русинской культуре, написал несколько книг о русинах, но он себя рассматривает как часть украинского народа. В отличие от этих, действительно, сепаратистов, которые поддерживаются извне, открыто поддерживаются причем, и ставят своей целью отпочковаться от украинского государства. Разумеется, мы это поддерживать не будем. Такой вам больше философский вопрос тоже из интернета. Как вы относитесь к славе? Ну, я здоровый. Конечно, каждому хочется, чтобы там о нем думали хорошо. Да? Ну, это не самоцель. Самая главная цель, ну, я бы, например, скажем, меня не столько, или, может быть, устал этой славой, она даже иногда наносит вред. Всегда вынужден вести святой образ жизни, мягко говоря. Ну, Да? по вашим именем назван парк в Анкаре, да, улица в одном из турецких городов. Вот есть желание, чтобы... Это уже перебор, конечно. Я помню такой случай. Я приехал в Анкару, и вдруг меня приехали в отеле, разместили, пятизвездочном. Утром приходят, начинают снимать фото. Я-то думал, что это корреспонденты. Я думаю, сейчас съемки закончат, и потом будут вопросы задавать по Крыму, крымским татарам. Нет, они закончили свое дело, уходят. Я говорю, beyler, nereye? Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz? Ne geldiniz? Bizlere o Çatalca bir belediye başkanı yolladı. Ne yapacaksınız bu resimleri? Sizin heykelinizi yapacağız, парк koyacağız. Оказывается, мой бюст хотят поставить в парке. В чем дело? А для чего? Оказывается, там предстояли выборы мэра, и в Чаталже больше половины это этнические крымские татары. Тут им говорят, если вы за меня проголосуете, я вашему лидеру там поставлю бюст. Я прихожу потом этому известному Невзат Ялчинташу, профессору, это руководитель интеллигенции из Стамбула, и жалуюсь ему, говорю, слушайте, Невзат Бей, ну это же нельзя так при жизни ставить бюсты. Жизнь, говорю, длинная, а может я еще совершу какие-то нехорошие дела, потом вы, говорю, будете снимать ее? А он говорит, а ты об этом не беспокойся. Мы там внизу напишем, этот человек до такого года был хороший человек, а потом стал такой. У них такой подход. Ну и желание, чтобы парки вашего имени здесь, в Крыму, были. Нет. После смерти делайте, что хотите, но сейчас нет. Категорически. Говоря о восстановлении прав крымских татар, когда будет рассматриваться в украинском парламенте закон о восстановлении прав депортированных? Знаете, этот законопроект ставился несколько раз. И я вынужден был его снимать, потому что коалиция не готова голосовать. А если коалиция не голосует, или даже не голосует за то, чтобы его отложить на пересмотр, тогда он вообще снимается. Тогда вообще катастрофа. И такая позиция коалиции, несмотря на то поручение президента. Я с Ефремовым на эту тему разговаривал. Я говорю, как вас понять? Он говорит, нам команда не поступала поддерживать. И я тогда просил Литвина, я говорю, уберите этот законопроект, пока мы договоримся, а потом поставите. Сейчас вроде бы уже есть такая договоренность. Ко мне подходил Мирошниченко, это представитель президента Верховной Рады, он сказал, что достигнуто соглашение, что мы в первом чтении поддержим. Я говорю, а почему в первом чтении? А что у вас, претензии? Потому что у меня есть опасения, что ко второму чтению они выхолостят его основное содержание, оставят декларации только там, то, что мы равноправные. Ну, он говорит, вы можете, конечно, настаивать на том, чтобы полностью, как закон, его приняли, но мы пока пришли к этому первому чтению. И вот они должны были рассматривать его вот на прошлой сессионной неделе, в среду. Ну, потом Бют начал блокировать работу парламента и отложили. Теперь поставили на сессии 15, 16, 17, 18. На 4 дня вот этот закон будет. Я очень опасаюсь, что они его поставят на 18-е. И тогда меня уже здесь, наверное, не будет, потому что я там основной докладчик по этому законопроекту. Кидок такой не может быть, как в 2004-м принятие, а потом вето президента, например, по каким-то причинам? Я думаю, на этот раз не должно быть, потому что есть сама инициатива президента. Да. Ну, тогда было тоже прокучмовское большинство было тогда в парламенте в 2004 году. Я Кучму не стал бы обвинять. Кстати, я недавно так с ним виделся. Ведь ему готовят эксперты. Он сам даже эти законы не читает. И причем довольно подготовили топорно. Мы уже потом это объясняли, что вот эти вето, мотивы вето, кое-что, конечно, мы учли. Потом мы этот
Я понимаю, о чем вы говорите. Так вы с Левочкиным наладили взаимоотношения? Нет, Вы очень нет, не жестко о нем высказывались 2 года назад, когда он только стал Янукович президентом. Левочкин сейчас налаживает отношения в основном с теми силами, которые против Меджлиса. Ну, там их вызывает, там разговаривает с ними, ведет переговоры. То есть на подписание закона он тоже может повлиять, соответственно. Но не на все он влияет. В конце концов, это уже выходит за рамки украинского, потому что есть обращение Верховного комиссариата ОБСЕ по делам национальностей, где четко говорится о том, что законопроект, который сейчас зарегистрирован за подписью депутата Жемелева, он соответствует всем европейским стандартам, и Верховный комиссариат ОБСЕ считает необходимым его принять. И если есть какие-то там претензии к этому законопроекту, то Верховный комиссариат по делам национальности готов вместе с Верховной Радой Украины дорабатывать этот законопроект. Грядут парламентские выборы. С кем будут крымские татары? Пока четкого ответа нет, потому что Вы лично кем? пойдете в список? я огласил свою позицию так, что у нас очень консолидированный электорат. По крайней мере, за эти 20 лет показало, что где-то 70-75% крымских татар голосуют так, как рекомендует Курултай. Поэтому мы вправе рассчитывать, исходя из нашей численности, рассчитывать на 2 места. Поэтому мы будем говорить о том, чтобы те политические силы, с которыми мы будем договариваться, говорили не о конкретных именах, а говорили о местах. И на Курултае, который мы собираемся созвать где-то, может быть, в июле или в конце июня, мы будем рассматривать этот вопрос, где будет приниматься решение вообще о том, как мы участвуем или не участвуем. Вот А если удар участвуем, Кличка то с кем? рассматривается все еще как одна из сил, с которой вы можете Я бы сотрудничать? сказал так, не исключается. Хотя Народный рух Украины, с которым мы постоянно вместе, они уже вошли в ту коалицию, которая там Яценюк, Тимошенко. Но мы пока своего места там не видим. Нам четко не сказали, сколько они выделяют мест В первой крымским сотне для татарам. Меджлиса должно быть 2 места. в этой ситуации. Сотня это так, это еще не совсем конец сотни. Но твердо проходные должны быть места. И потом не только места, а там в программе мы сформулировали свое видение, как оно должно быть в программе, вот предвыборной программе, тема крымско-татарская, как она должна быть отражена. Исходя из этого мы будем принимать В случае, решение. если это будет так, кто будет в списке? Это будет Курултай решать. Я бы хотел так. Во-первых, на этой сессии Курултая опять будет стоять вопрос о председателе Меджлиса. Я думаю, что мы все-таки на этот раз изберем председателя Меджлиса, и этот председатель Меджлиса одновременно должен быть депутатом, потому что ему исполнять свои функции председателя Меджлиса значительно легче, чем, скажем, не будучи депутатом. Первое место должно быть, скажем, вот тому, кого мы изберем председателем Меджлиса. А второе, там уже посмотрим, кто Чубаров. больше наберет голосов, так То есть сказать. будет рейтинговое голосование за эти. Везде, и по первому, и по второму месту тоже. Вы настаивали, чтобы Могилев извинился. И не только это после случая Айпетрис, это более после статьи в «Крымской правде». Исчерпан ли этот конфликт? Вы с ним вот вместе в Турцию сейчас летали. Комфортно ли вам находиться с ним в одной обстановке? На Хадерлейзе, в Турции? Вот. Статья не дезавуирована. Знаете, когда вот сразу же после назначения Могилева ко мне пришли и сказали, вот Могилев хочет с вами увидеться, я сразу этот вопрос поставил. Я говорю, как же он собирается встречаться с главой Меджлиса, крымско-татарского народа, того народа, который считает, что их правильно выслали, что они изменники. Поэтому, может быть, необходимо для начала господину Могилеву дезавуировать свои заявления. Но не произошло. Да, не произошло. Но мне тогда сказали, что он все-таки человек-президент, и то, что вы хотите сказать, он непременно будет передавать президенту. Поэтому все-таки целесообразно встретиться. Больше всего давил на меня, что необходимо встретиться, кстати, Чубаров. Тем не менее, пошли, значит, встретились. Где-то 3 часа с ним разговаривали, прошлое не вспоминали. Что там, IP3 или его высказывания, говорили только о насущих проблемах и что надо делать. И на всех говорил, что он доложит президенту, да, вот в таком плане. И потом, конечно, вот то, что вы спросили, меня многие журналисты спрашивали, а почему вы все-таки встретились до того, как он извинился? Я сказал, и моя точка зрения такая, в общем-то. Вообще вопрос о том, что извиняться ему не извиняться, это его дело.
Есть у чеченцев такая песня, смысл которой, знаете, ошибаться могут все. Но только мужчина может сказать: я был неправ, и извиниться. Но если вот у человека нет этого, он не может извиниться, ну что ж, это его проблемы. После Вам поездки есть за в что? Турцию он не готов извиняться? Ну, я вот у него и не спрашивал, но в Турции он все время отстаивал, в общем-то, необходимость оказания помощи Турции решению проблем крымско-татарского народа. Он здесь вел себя довольно очень хорошо. Мустафа, вы говорите, что это такой показатель мужчины, да, признать свои ошибки. Вам есть за что извиняться публично? Наверное, у меня есть много разных грехов, но не может быть, чтобы там святой человек. Но если мне Я о политических говорю. знаете, я таких вот серьезных каких-нибудь политических ошибок я пока не заметил. Если бы я заметил, я обязательно бы сказал бы, что вот здесь мы тут поступили неправильно, а надо поступить по-другому. В этом ничего зазорного не вижу, я наоборот даже вижу достоинство той структуры, которая признает свои ошибки. Мы этого никогда не чураемся. Ну вот кроме успехов Меджлиса за эти 20 лет есть такие вещи, которые вам вспоминают. Например, там была идея построить, по-моему, в Тахта-Джами крупную клинику. В нее была даже вроде инвестирована турецкая диаспора, да, около $1 миллиона. Это ничем не закончилось. Ситуация с ФАПом на фонтанах в районе Ак-мечети или с домом престарелых для ветеранов Зеланкоя. Вот когда возникают такие вопросы, почему так произошло, почему эти проекты? Кстати говоря, нигде нет момента, где надо извиняться. Скажем, в Зеланкое мы сделали то, что мы туда поместили всех наших престарелых людей, и она по-прежнему там она функционирует, и люди, которые там живут, благодарны, потому что они обрели крышу над головой, и причем бесплатно. Полностью отдали им. Что касается вот этой клиники, которая действительно было потрачено значительные средства от Красного Креста, речь шла о том, что она должна быть частная клиника. Частная клиника – это означает, что люди приходят, лечатся и платят деньги. Наша же идея заключалась в том, чтобы иметь такую клинику, где люди, ну, неимущие люди могли прийти получать доброкачественное лечение. А кто его будет содержать? Мы рассчитывали, что, может быть, турецкое государство возьмет на себя. Но этого не произошло. Поэтому эта клиника так сейчас стоит. Сейчас приходят разные предложения. Какие-то частные структуры предлагают дать им в аренду, в том числе медицинские. Но мы сейчас торгуемся. Мы говорим, а сколько процент будет бесплатных лечений для наших соотечественников, такого рода вещи. И будет ли там, например, еще есть разговор о том, чтобы Физиакубу просить его под общежитие для студентов. Тоже вариант. Но он говорит, нам дайте в аренду как минимум на 20 лет. Потому что если на меньший срок, то бюджетное финансирование там невозможно. А если вспоминать такие вещи, которые наше поколение уже не особенно в подробностях помнит, вот коротко, вот что произошло с Имдат-банком? Вот для тех, кто не особенно не глубок в тех. Если коротко, можно ли? Идея была такая, что из бюджета государства выделяются определенные средства, но она не контролируется, она не используется в значительной мере на нужды крымско-татарского народа. Это потом, через много лет, мы получили извещение с информацией о том, что деньги, выделенные на программу обустройства депортированных, тратились на строительство свинарников, там, на троллейбусных парков, там какие-то бетонные дороги. И когда мы спрашивали, в чем дело, а почему вы так использовали, скажем, ну, говорят, ведь татары же тоже будут ездить на этих троллейбусах, там, а строительство этих там свинарников – это благосостояние всего Крыма, в том числе и крымских татар. Вот такая вот глупый ответ. И поэтому задача заключалась в том, чтобы создать единую финансовую структуру в форме банка, Имдат потом придумали, Имдат – это помощь, значит, чтобы все эти средства проходили через этот банк, и чтобы мы, по крайней мере, видели, куда они, эти средства, тратятся. В какой-то мере, ну не в полной мере, нам удалось, но это были как раз такие кризисные моменты, когда поступающие деньги быстро превращались в ноль. В течение нескольких дней такая страшная инфляция шла. И вот мы, ну как же, вот скажем, кстати, когда вот провалился вот этот банк,
больше всех пострадавшим оказался Меджлис. Потому что я сам клянчил там у нашей диаспоры, в общей сложности мы туда вложили 250 тысяч долларов для того, чтобы уставной фонд. А эти доллары для того, чтобы вложить в банк, их же надо превращать в карбовенции, тогда были карбовенции. А карбовенцы катастрофически падали. И банк, значит, давал эти кредиты нашим предпринимателям, которые обязались в твердой валюте нам возвратить, или строительными материалами, или твердой валюте. Но такая страшная инфляция пошла, что все они разорились. Те, которые честно разорились, пришли, сказали, ничего не можем сделать, пожалуйста, вот мое имущество. Некоторые ударились в бега, хотя банк своевременно обратился в прокуратуру. Сказали, вот те у нас кредиторы, они своевременно не возвращают. То есть он объективно обанкротился? Да, объективно. Говоря о банках... У нас предупреждают, что это уже последний вопрос. Последний вопрос, тогда поговорим о юморе. Вы отличаетесь своим чувством юмора и любовью к анекдотам. Ваш любимый анекдот? Ну, так это сходу придумать трудно. Если бы мне заранее сказали, я вам очень смешной анекдот какой-нибудь сказал. Я люблю анекдоты. Ну, из последнего. Последний анекдот. Это у меня, ну, может быть, не очень приличный. Ну, бог с ним. И меня родила девочку. Отец приходит, говорит, вот именно сказала, пусть Мустафа Ага назовет имя девочки. Я говорю, слушай, Аярбе, я был, вообще-то, готовился к мужчине, чтобы мальчик будет. И я знаю метод, как мальчиков называют. А девочка, я уж не знаю, пусть она сама. И он у меня спрашивает, а как, если мальчик родился, какой? Я говорю, вот тут в Испании есть такой метод. Когда мальчик рождается, отец выходит на балкон и первым прохожим на голову мужчине кипяток льет. И вот тут, кто человек крикнет, вот так и называет. Вот и поэтому, говорю, в Испании, что не испанец, то Педро, то Хулио. Вот так. Это был анекдот от Мустафы Джемилева, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, который сегодня был нашим гостем. Сагулнас, а мы встретимся с вами в следующую среду. Сагулнас.